Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие гости. Приветствую вас в пресс-центре Международного информационного агентства «Спутник». Сегодня мы проводим пресс-конференцию президента Федерации, Международной Федерации Домино. Также в нашей пресс-конференции принимают участие и другие гости, которых я с удовольствием представлю. Это Мануэль Акенда, президент Международной Федерации Домино, а также Тимур Лакербай, президент Федерации Домино Республики Абхазия, и Борис Борзов, президент Общероссийской общественной организации Российская Федерация Домино. Уважаемые гости, еще раз вас приветствую в пресс-центре «Спутник Абхазия». Буквально несколько минут назад прошла ваша встреча с президентом Республики Абхазия Бадр Зуравовича Гумба. Эммануэль, можно ли считать эту встречу финальным шагом перед официальным утверждением Абхазии в качестве хозяйки чемпионата мира 2027 года? Manuel, nosotros sabemos que acaban ustedes de reunirse con el presidente de la República de Abjasia y podemos considerar esta reunión como el final de etapa de organización y planificación del Mundial en Abjasia en 2027. No diría que sería el final de la etapa del comienzo del campeonato, diría que sería el inicio de los preparativos para el Campeonato Mundial del 2027. Obviamente si el Congreso lo aprueba, ¿no?, de la Federación Internacional. Приветствую всех, спасибо за приглашение. И я не могу сказать, что эта встреча была таким финальным аккордом. На самом деле это было только начало. Это был первый шаг к тому, чтобы мы приблизились к полной уже картине и организации этого чемпионата. Если, я практически в этом уверен, но все равно у нас есть комитет, члены комитета нашей федерации. Если все будет одобрено, то будем считать, что это начало нашего пути. Как абхазская сторона восприняла эту идею в целом о проведении чемпионата в 2027 году в Абхазии? Также к Мануэлю вопрос. ¿Y cómo usted puede decir los abjasios, ser parte de nuestra república, cómo ha considerado la posibilidad de celebrar el Mundial en Abjasia? ¿Para el 2027? Sí. Obviamente ellos nos van a entregar la petición, como dijo el presidente en estos días, es un proceso, ¿no?, que va a la Junta Directiva para discutirlo y buscar la aprobación. Estoy seguro que en Abjasia se puede llevar un gran campeonato. Lo tuvimos en el 2011, hace 14 años, y Abjasia es un país que ha cambiado mucho, ha progresado mucho, y estoy seguro que no va a haber ningún problema en organizar logística y llevar a cabo el campeonato mundial de nuevo en el 2027. На самом деле абхазская сторона была инициатором того, чтобы нам предложить и рассмотреть вариант. Мы с удовольствием эту инициативу восприняли, но однако же, как я сказала, мы должны быть полностью уверены в том, что все пройдет хорошо, хотя мы знаем, как абхазы умеют организовывать чемпионаты. Мы видели в 2011 году чемпионат мира по домино он был невероятных масштабов, и мы не сомневаемся в том, что в этот раз тоже все пройдет шикарно, но дело в том, что вот мы ждем сейчас письмо от президента. Он обещал, что подготовит правительство письмо, в котором будет обозначена абхазская позиция, что республика полностью готова к организации такого высокого уровня и масштаба чемпионата мира. Вот как только это произойдет, как только мы получим письмо, мы начнем уже делать шаги определенные, конкретные. Я не сомневаюсь в том, что мы с абхазской стороной придем к общему. Спасибо, Мануэль. Действительно, Тимур, Мануэль упомянул о том, что в 2011 году на высоком уровне прошел чемпионат мира в Абхазии. С тех времен удалось ли сохранить и приумножить интерес к спортивному домино в Абхазии? Какое наследие оставил прошлый турнир и чего вы ждете от следующего? Да, спасибо, Инал, как сейчас вспомнил 2011 год, и приятно вспоминать тот эпизод, когда я сам со своим другом близким, он трехкратный чемпион Абхазии по шахматам, мы проходили возле шахматного клуба, зовут его Даур Зуба, его здесь в стране многие знают.
Мы проходили возле шахматного клуба, и мы познакомились на тот момент с первым президентом Федерации домино Абхазии Артуром Махазовичем Габуния, с его сыном Алмасом, который наш друг. И мы общались, мы узнали от них, что пройдет в 2011 году, то есть через 20 дней спустя после этой встречи, чемпионат мира в Абхазии. Они предложили нам сыграть в партию. Она была необычная, она была не похожа на ту популярную игру, которую, например, как играют на Брехаловке у нас на берегу. И впечатления были хорошие, нам понравилось. И таким образом мы и познакомились, и стали участниками чемпионата мира в 2011 году. Мне казалось, что домино это всего лишь так интеллектуальный вид игры, но никогда не думал, что это будет так серьезно, что мы сможем и выступать за рубежом на чемпионате мира, и что вообще здесь может быть чемпионат мира, где поднимутся флаги, знамя разных стран, приедут официальные страны, сильнейшие игроки, и их было, я тогда по памяти помню, свыше 400 человек. На тот момент уровень наших спортсменов был средневысокий, лет 5, наверное, как наши спортсмены играли в то время в домино. Уровень, конечно, безусловно, растет из года в год. Что для этого требуется? Естественно, регулярно встречаться, проводить закрытые, открытые партии и тренироваться. Таким образом, мы каждый год, перед тем, как отправляемся на чемпионат мира, проводим регулярные тренировки, события, турниры, большие, маленькие турниры, это чемпионаты Абхазии, Кубки Абхазии. Формируем сильнейшие команды, сильнейших участников и отправляемся на чемпионат мира. Соответственно, и уровень растет. И чуть дальше в следующем диалоге расскажу вам о событиях, которые у нас хорошие получились в Мексике. Да, действительно, в продолжении этой темы вопрос. Если вначале казалось, что, возможно, там удачное выступление сборной Абхазии – это удачное стечение обстоятельств, то время практически 14 лет с тех пор прошло. Абхазия системно показывает довольно-таки серьезные результаты на чемпионатах мира и подтверждает, на мой взгляд, является одной из сильнейших сборных в мире. Что, на ваш взгляд, позволяет абхазским спортсменам стабильно оставаться в группе фаворитов, и в чем секрет таких высоких результатов? Обратите внимание, количество участников на чемпионате мира всегда свыше 500 человек, это со всех стран. Кто любит, кто профессионал, там присутствуют многократные чемпионы мира, титулованные чемпионы мира, они играют профессионально в эту игру. И наши игроки, наша команда с нашим участием и нашими возможностями делают все, чтобы за последние, скажем, 5-7 лет наши игроки попадают в топ-10 лучших. Я когда-то сам на острове Кюрасао попал в десятку, Алмаз Габуния неоднократно попадал в десятку, а вот на чемпионате в Мексике в последнем году, сейчас в 2025, когда в июле мы там побывали, наша команда, капитаном команды был Саид Ашуба, Алмаз Габуния, Инал Кокоба и Инал Аргун своим мастерством сумели достичь второго места, заработать второе место серебряное. И вместе с этим хочу ярко отметить то, что индивидуальная версия, она отличается немного от командной, там где каждый игрок все, что выигрывает, все в его копилку, это очки, бонусы, и лидером этого мастер-класс индивидуальной версии стал Саид Ашуба. Это один из наших тоже сильных игроков, он же и молодых тренирует сегодня. И чтобы стать сильным, и чтобы замечали сильные там, и они еще больше уважения проявляют к тем, кто играет вообще сильно в эту игру. Нужно, естественно, играть против них и с ними в команде и в паре укрепляется, и спортсмен может чего-то достичь. Борис Анатольевич, скажите, пожалуйста, как вы представляете Российскую Федерацию домино,
сегодня, и как выстраивается взаимодействие с Абхазской Федерацией домино, и можно ли считать предварительной договоренности об организации чемпионата мира в Абхазии частью спортивно-гуманитарных связей между Абхазией и Россией? Спасибо за вопрос. Я являюсь президентом Российской Федерации домино, но буквально 20 лет назад мы стали контактировать с первым президентом. Он в то время начинал вот это благое дело, объединил людей, молодежь. И тогда мы, когда познакомились, мы подружились и стали вместе участвовать в чемпионатах мира. Мы поезжали в Абхазию на чемпионаты Абхазии. Габуния со своей командой поезжал в Россию, участвовал в наших чемпионатах. Сложились такие братские отношения, мы стали друзьями, у друг друга бывали дома, подружились с семьями. Вот. И с тех пор, я думаю, что уже нас не разлучить. А не случайно сегодня, проводя вот этот турнир, о чем говорит вот Тимур, что, будем говорить, продолжение вот этих хороших традиций, турнир в честь первого президента Федерации домино Абхазии мы сегодня проводим. И я счастлив, что с России приехало очень много игроков, сильнейшие все игроки здесь. Вот. Питер представлен отдельной командой. Вот. И мы думаем, что вот эти отношения, которые сложились среди вот нас, как назвать, доминошные команды, братья и такой, мы уже как все братья, они, конечно, перекладываются и на другие отношения. Вот. Сегодня мы гордимся, что здесь и латиносы приехали, и президент Федерации американец. Мы, наверное, эти отношения будут способствовать укреплению дружбы между народами, потому что мы вне политики, мы не занимаемся никакими политическими моментами, а мы просто дружим, мы играем в домино. И особенно очень важно, что молодежь к нам тянется. Вот. То есть люди занимаются не какими-то такими плохими делами, они играют в домино, они очень растут в математике. Вот, молодежь добавляет очень сильно, и в школе родители удивляются, почему так они растут вот, в школе. Вот. Они отходят от каких-то компьютеров, там, сейчас же сидят сутками где-то там, и нельзя их отвлечь от телефона и так далее. Когда здесь живая игра, когда здесь мы видим, вот, я занимаюсь тоже с детьми и вижу, что это за человек, какой он будет в будущем. А кого-то ругают бесконечно, а он молчит, как икона. Кого-то хвалят бесконечно, а он скромно себя ведет. Кто-то взял доминошную фишечку и прячет ее в карман. Для нас это тоже показатель, что это за человек. И мы должны его воспитать, чтобы он прятал только в маленьком возрасте. Когда вырастет, чтобы был достойным человеком любой страны, и Абхазии, и России. Поэтому я уверен, что чем мы занимаемся, так сказать, это уже наша жизнь, будет способствовать и укреплению дружбы, взаимопонимания. Но и самое главное, мы растим вот эту молодежь, которая будет тоже дружить, которая будет заниматься не какими-то плохими делами, а только хорошими. Потому что домино это объединяет, это дружба, это взаимопонимание, это любовь друг к другу. Вот. И уже мы проводим турниры, они же идут у нас, будем говорить, международный, и каждый играет с каждым. А сегодня вот мы на турнире будем играть. Кто-то играет с венесуэльцем, кто-то играет с доминиканцем, кто-то играет с американцем, кто-то играет с другим представителем страны. Во время игры они общаются, дружат. Если они выиграли, они скачут, прыгают, обнимаются. Вот. И это очень для нас важно. Спасибо, Борис. Мануэль, скажите, пожалуйста, принято считать, что спорт вне политики, но, к сожалению, в современном мире часто демонстрируется обратно, и ваше решение принять инициативу из Абхазии о том, чтобы проводить чемпионат мира здесь, оно как раз и подтверждает, что домино находится вне политики. Но сталкиваетесь вы с критикой или непониманием этого решения со стороны других национальных федераций?
Manuel, que todos nosotros decimos una frase que la política está fuera de, no, el deporte está fuera de política, el dominó está fuera, son todos totalmente diferentes ámbitos, pero a veces no podemos diferenciarlo, tenemos que mezclar todo a veces, por eso hay algunas cosas que no permiten hacer lo que quiere usted sobre Abjasia, o por ejemplo este torneo que vamos, gracias a Dios, vamos a celebrar. Hay algunas cosas así con problemas, ¿no? Cuando otros países o otros participantes dicen algo de política. Mire, yo siempre he promovido el deporte a través de nuestra organización, ¿no? Nunca tratamos ni mezclamos la política con el deporte. Como yo digo, el deporte une países, no la política. Siempre pues, hemos tratado de poder llevar este deporte a los países que pertenecen a la Federación Internacional. Abjasia ha sido un país que ha sido fiel y leal a nuestra organización, participando sin interrupciones desde el 2006. Y obviamente los países que pertenecen a nuestra organización van a apoyar a sus países hermanos. Y Abjasia es un país hermano. Espero que no tengamos ningún, como te digo, conflicto o que vayamos a tener alguna piedrita en el camino que nos vaya a traer problemas. Pero creo que las cosas van a estar bien. Si se nos presenta cualquier situación, pues ya nosotros lidiaremos con esa situación política a través del deporte y espero que todo marche bien para la Federación Internacional pueda aprobar este campeonato y llevarlo a cabo en el 2027. Так. На самом деле я всегда говорю одну фразу и всегда придерживаюсь такой позиции и всем говорю нашим дорогим участникам, что домино вне политики. Домино и политика, спорт и политика – это разные вещи. Я всегда придерживаюсь таких принципов. Конечно же, разные бывали ситуации, но я хочу сказать, что мы в составе нашей федерации есть страны, которые нам уже просто как братские страны, братские народы, и мы всегда их будем поддерживать. Бывают разные моменты, но я всегда говорю о том, что это спорт. Спорт не должен разделять, спорт должен объединять страны, объединять народы. Когда мы садимся за стол играть, мы преодолеваем все барьеры и просто общаемся через спорт. И я считаю, что так и должно быть, и надеюсь, что никаких проблем очень серьезных каких-то не возникнет при организации нашего предстоящего, дай бог, чемпионата, и все будет хорошо. Спасибо, уважаемые коллеги, может быть, есть вопросы? Если нет вопросов, я продолжу. Тимур, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями, как господин президент воспринял эту идею проведения чемпионата в Абхазии, насколько мы готовы к проведению и к встрече иностранных гостей в Сухуми или, может быть, в другом каком-то городе, где пройдет этот чемпионат, на какой площадке планируется его реализовать. Спасибо, Ирина. Мы перед тем, как, вот повторю, летом отправились на чемпионат мира, уже говорили с президентом на тему о проведении чемпионата мира. То есть мне надо было этот вопрос поднять там, переговорить с моими коллегами, с руководством Международной Федерации, представить им наши планы, наши желания и пригласить чемпионат мира в Абхазию. Уже на тот момент мы переговорили о тех моментах, что для этого требуется, можем ли мы, какие политические события могут повлиять на то, что может сорваться чемпионат мира и так далее. И все эти пункты мы расписали. Я с этими пунктами уехал в МИР, поговорив там, получил предварительное добро о том, что чемпионат мира возможен, но об этом мы будем говорить в Абхазии. Так мы условились, находясь там. И вот сегодня, когда наши коллеги прибыли,
Мы повторно подняли этот вопрос о проведении чемпионата мира в 2027 году. Для того, чтобы его провести, там уже много вопросов, время еще есть. Мы должны найти соответствующее помещение, большой зал. Сейчас решается вопрос между Сухумом или Гагрой, где оно пройдет. Нужно знать точное количество или примерное количество участников, игроков, имеется в виду, из стран, какое количество будет для этого. И создать все необходимые точечно условия в организации для того, чтобы его провести масштабно, насыщенно и самое главное, чтобы он был как есть спортивным, а не просто популяризация, а чтобы он был громоздким и спортивным. Очень много, повторю, пунктов, моментов, которые мы сегодня обсуждали предварительно. Но согласие мы получили, это большая для нас радость. Убежден, что этой радостью Царство Небесное Артур Махазович Габуня был бы очень доволен. И в завершении пресс-конференции у меня вопрос. Мы говорили о мероприятии 2027 года, но в следующем году также планируется проведение чемпионата мира, насколько мне известно. Где он пройдет и будет ли участвовать сборная Абхазии, и как определяется, кто будет представлять Абхазию в следующем году на международном турнире? Уже заявка подана. Мы знаем о том, что чемпионат мира в следующем году пройдет в Европе, в Испании. Это будет в сентябре, возможно в октябре. Команда номер 1, которая у нас сегодня играет очень сильно, очень хорошо. Она работать будет над собой для того, чтобы еще больше какие-то навыки усилиться. Она отправится однозначно. Мы сейчас после завершения, который на днях начинается, международный турнир, приуроченный памяти Артуру Габуне. Он пройдет в городе Новый Афон. Завтра будет открытие в 10 часов. Всем, кому интересно, любителям домино и спорта, мы всех рады видеть. Приходите, поболейте. Вот. Затем после этого события мы начнем регулярно отборочные игры. Там играют у нас и игроки, и студенты, и старшеклассники, опытные игроки, которые играют с 2011 года, игроки в возрасте, которые могут поделиться своим опытом. И та вторая команда, которая сыграет по рейтингу лучше, которая за весь отборочный цикл проявит себя достойным образом и получит большее количество побед и бонусов, там будем разговаривать уже предметно, потому что попасть в Испанию тоже нужно получить визой. Но вопросов немало, но мы будем стараться отбирать только качественных, сильных и тех, кто работает над собой и тренируется. Спасибо, Тимур. Спасибо, дорогие гости, что нашли время в своем плотном графике на наш сегодняшний брифинг. Уважаемые коллеги, дорогие зрители, мы с вами прощаемся. До новых встреч.